А к другим темам конкурс чтецов «Живое слово» прошел в Усть-Майском районе. Школьники читали отрывки из произведений всем известных авторов. По каким критериям ребят оценивали члены жюри, расскажет Анастасия Выборгова. С целью повышения интереса к выразительному чтению художественных произведений, знакомства с литературным наследием писателей и выявления лучших чтецов среди учащихся образовательных школ в Усть-Майском районе прошел второй устный конкурс чтецов «Живое слово». На сцене перед зрителями и жюри предстали настоящие юные актеры, которые в превосходной драматической манере декламировали отрывки из различных произведений. Стихотворения, конечно, интересные. В этом году он посвящался 85-летию нашего любимого родного Усть-Майского района. И были выбраны педагогами произведения наших писателей: Дмитрия Есельевича Касимова, Евсея Семеновича Лугинова, известных наших писателей. Артисты-конкурсанты награждались аплодисментами и одобрительными взглядами подготовивших их педагогов. Участники конкурса продемонстрировали достойный выбор произведений и понимание характеров героев. Экспертам нелегко было определиться в выборе победителей, но в результате долгих обсуждений, учитывая выполнение требований конкурса, были определены достойные победители. Я много раз участвовала, но не стеснялась, и советую другим детям участвовать в таких конкурсах. Не сложно? Нет. Долго готовилась? Где-то 5-6 дней. Я очень рада, что я заняла первое место, и счастлива. Я очень довольна, что я получила первое место. Я уже второй год участвую. В том году я ничего не заняла, но в этом году я постаралась выложиться на полную. Руководителем у меня был Андрей Афанасьевич Алексеев. Готовились мы около недели. С этим стихотворением я уже участвовала до этого в конкурсе в городе Якутске и заняла приз зрительских симпатий. Конкурс проходит уже не первый год, и приятно осознавать, что количество участников заметно увеличивается. В рамках конкурса школьники продемонстрировали не только талант, артистизм и умение владеть голосом, но и глубокие знания литературы. Анастасия Выборгова, Михаил Лукин, Эдуард Дичковский, НВК Саха, Усть-Майский улус.